Всем привет-привет, с вами канал Life. Мы едем на автобусе в Зеленоградск. Вот мы сейчас только-только выехали и стоим еще только в пробке. Вот. Всей семьей поехали с Максимом. Сегодня у нас будет какое-нибудь приключение на море однозначно. Потому что в Калининграде 19 градусов, а на море чуть прохладней. А мы никто не взяли с собой одежду. Ну и посмотрим, что же будет дальше. А еще хочу снять эти рапсовые поля, когда будем ехать. Весь закрыт. Где можно снять рапсовые поля. Смотри, какое сегодня облако красивое на небе. Вот. Красивое облако. Ладно. Там вон видно уже первое рапсовое поле. Лошадки пасется. Подъезжаем к рапсовому полю. Максюша, скоро будут рапсовые поля. Рапсовые поля.
исчезают, но все-таки еще яркие. Красиво. Мы гуляем по Зеленоградску. Вот какое колесо. Вот тут птички. Вот тут вот море. Это тут Максим. Вот, в общем. Завтра запускается. Завтра, да, запустят вот это колесо обозрения огромное. С него уже виды в интернете публиковали. Вот. На улице очень солнечно, хорошо, но при этом какой-то ледяной немножко ветер. Вот. Люди сидят на пляже, кто-то вон голышом играет в какие-то эти бумеранги или в эти тарелки. Тут вот люди все сидят. В общем, красота. Вот у нас тут каштанчики цветут. Тут вот магазинчик с кафешечкой. А мы вон туда пойдем дальше. Только ветер вот, ну-ка, подержи телефон. Ветер прям может в камеру задувать. Сейчас прикрыла немножко пальчиком этот микрофончик. Тут, видите, тир стреляют. Тут вот детки резвятся на батутах. Вот. Максим, а ты любишь вареную кукурузу? Нет. Нет? А мы ели уже 2 раза здесь. Здесь очень хорошая кукуруза. Да, вкусная. Вот там девочки продают мороженое, кукурузу, хот-доги, французские хот-доги. Вот у них хорошее все. А те, которые мы сзади, там что-то не очень. Но вот это вот эта кафешечка маленькая, она от амбара. Парк. Такое все зеленое. Видите, здесь не так холодно. Когда в парке идешь, ветер не ледяной уже и не такой сильный, как там на променаде. Вот эта кафешечка от амбара. Очень хорошая. Здесь есть попкорн, мороженое, кукуруза, все, донаты. Вот хорошие. Донаты. Ну, донаты это бельгийские пончики или как они. Вот. Тут вот, видишь, на машинках катаются или что это такое? А, это установка. Плохо вижу. Это произошло от того, что дать на пончик. Ну или как на чай у нас. Ну да, типа как на чай дать, только на пончик. Вот. И в итоге скидывают донаты по 100 тысяч. Да, На пончики. Все на пончики. Есть же разные пончики. Можно пончик и за 1000 купить в Москве, вон, в кафешечке. А можно здесь за 150, за 100 рублей. А есть за 59, за 39. Разные же пончики у нас. Хотя они все по вкусу одинаковые, а вот цена у них разная. Вот. В американских фильмах, помнишь, 90-х годов, там полицейские всегда пончики ели. Всегда ели пончики. У них всегда очень полные полицейские. Да, у них такие это плюшки. популярностью пользовалось. Да. Они всегда пили кофе и ели пончик. Обязательно. И потом расложились на преступников и раздавливали их. Просто ложились и раздавливали, да. Ну, а про это даже много юморных комедий, если честно. Про то, что есть полненькие полицейские, которые не могут бегать. Уже все. А уже эта физическая форма подкачала, а как раз создается ситуация. Максим, ты это в камеру сказал. Спасибо тебе большое. Здесь просто делают туалет. Вот. И при этом рабочие ходят пока в такой туалетик, который, ну, знаете, одноразовый. Пляж. Покажи. Да, вот здесь играют в пляжный волейбол. А, вон пляж, да, это люди загорают в любое время года. Тут нет ветра, да, подветренная сторона, и получается, что люди загорают. Вот. А тут волейбол пляжный. Все, идем дальше. Нравится тебе здесь? Нормально. Красиво сделали тут все.
Вот к каждому, видишь, подъему есть такая дорожка. Здорово, да? Там уже площадку сделали. Да. Очень хорошо здесь. Красиво. Такой хороший парк. Вот представь, допустим, будет очень жарко. И можно прийти в парк, и тут не жарко. И столько лавочек в теньке. Классно же. Да? Более-менее. Более или менее. Да. Интернет, конечно, здесь не супер. Да. Вот кладбище. Тут еще есть такое дерево, которое вот так наклонилось. И прям можно проходить как в арку такую зеленую. Она упадет. Когда-нибудь, да, упадет. Ну, тут рабочие будут. Тут есть еще вот одно. Оно совсем, по-моему, погибло. Нет, но это тополь, походу. Но листики-то желтые, Вов. Они молодые, ничего. Молодые такие, да? Желтые молодые листики. Ну, посмотрим, что дальше будет с ним. Вот тут вот такое вот мирное кладбище. И вот гуляешь мимо кладбища, хорошо, так свежо. Так что даже уголок есть. Подниматься наверх? Ну, Или давай вдоль? покажем Максиму, как там наверху. Вот здесь, где лавочки, а потом покажем, что мы сидим. Ну, можно и здесь тоже чуть-чуть посидеть. Идем. Может, там не так ветрено, допустим, сегодня. Посмотрим, да. Ой. В принципе, я бы не сказала, что я замерзла, например. Это сначала мне показалось, а сейчас нормально я себя ощущаю. Лавочки, наверное, все заняты. Ой. Вот тут, видишь, лавочка есть спиной туда, есть сюда лицом. И вон там на коряге еще можно сидеть. А мы вот здесь сидим обычно. Где? Ну, не на лавочках, а вот на этом приступке. Ну, не знаю. Не, мы вот так садимся попой. Здесь хочешь посидеть? Ну, хорошо. Вот такая красота здесь. Море. Люди загорают везде. И мы тут обычно обитаем, сидим часто. Мы идем прогуляться по Курортному проспекту. А потом уже пойдем на электричку. На 3:16 пойдем. Людей много-много в Селике. Хотя понедельник сегодня, 31 мая. Интересно, когда из Калининграда совсем окончательно уйдет ледяной фронт. Потому что у нас должно быть очень тепло. У нас всегда теплое лето, хорошее. А в этом году ледяной фронт ни в какую не уходит. И вот идешь, допустим, на улице жарко-жарко, и ветер ледяной. Это так странно, необычно для нас. Зима была ужасно холодная. Потом никакой весны, никакого лета. Странно это. Ну, это как вот с Атлантики, мне кажется, что-то там, течения какие-нибудь, и все. Погодка другая. Но остальные все года, сколько здесь живу, такого никогда не было. Чтобы вот так было постоянно холодно. Мы удивлены. Такое чувство, что вот все северяне, которые переехали сюда за прошлый год и за этот, привезли с собой весь холод, который у них там. У них стало жарко на севере, а у нас холодно. Потому что они все с собой привезли в своих чемоданах. Весь холод. Вот, рыбу пахнет. Рыбой? Ну, кто-то готовит рыбу. Это гей-бар. Видишь, с этой стороны вот такой. Кустики какие-то цветущие. Люди сидят, такой вот, видите, Запах сирени. маленький сквер. Сирень, да. Сиренька. Тут очень красиво, хорошо. Здесь вот ветра нет, так идешь жарко прям. Потому что могло действительно быть очень жарко. Солнце, небо, он какое прям. Было бы очень жарко. Но этот ледяной ветер все портит. Вот. Люди все одеты.
стараются потеплее одеваться. Ну, кто-то, конечно, в платьях ходит, но это редкость, это случайность, как говорится. То есть человек вышел на улицу, не думая, что будет так холодно. Вот. Все в цветочках. Наша любимая гостиница Балтийская корона. И мы прогуливаемся. Практически летний промежуток. Да, нет, все отлично, все хорошо. И вот как лето, все как бы нормально. Но ветер, он прям до костей пробирает. Я вот иду, у меня платье, леггинсы и кофта. И вот мне этого мало. Я бы одела бы лучше жилет такой. Ну, как куртка, только без рукавов на замке. Я бы вот с удовольствием. И мне бы было уже нормально. Максим сначала в футболке шел. Потом нет, говорит, доставайте мне кофту. Хорошо, что взяли. Потому что иначе он бы замерз. Окончательно. Смотрим, что изменилось по сравнению с весной. Так, по сравнению с ранней весной, что у нас поменялось? Ну, все зеленое, цветы везде цветут. Кто-то косит травку. Слышно отсюда. Солнца больше в несколько раз. У нас было 2 теплых дня. Вообще, в принципе-то. Было, по-моему, это сколько было? 25 или 28 градусов, Вов? Да, было прям очень-очень жарко, тепло. И мне даже, как обычно, становилось плохо один разок. Вот, киски тут опять ходят. Что мы о погоде? Давай о котах. О котах поговорим. Ну, а что коты? Максима на них аллергия. У нас еще полчаса времени есть. Угу. Тут какие-то ремонтные работы идут. Шахматы большие играют. Кинотеатр. Кинотеатр курортный. Киска. Неплохо декор сделали с этими цветами. Цветы, да, вообще очень красивые, такие висячие. Это синтетика, но все равно. Да. Ну, шикарно же смотрится. Ну, тут картины. Какие-то шикарные. И КТ сидит. Кошечку. Картины. Это море. Да что? Если бы вы об этом не догадались. Здорово. Кошаки сидят, собачка бегает. Коты такие спокойные сидят. Ну, вон сколько котов и кошек. Нежится на солнышке. А тут пьет водичку или кушает. Тут еще котик. Вон еще котик. Зеленоградск, город кошек сразу видно, да? Люди отдыхают. Кошачий светофор. Мне нравятся наши Калининградской области рододендроны. Вот эти. Я не могу, прям как люблю вот эти цветы вообще. Ты куда? Они такие красивые, прям. А тут акации. Смотри, кругленькие, как Вов подстригли. Идемте дальше. Чемпионат мира по футболу стал таким. Всегда поражают. 1
Все залито солнцем. Здесь нет ветра. И вообще не холодно, нисколько, ничего. Нормально на променаде. Ой, на променаде, на Курортном проспекте. А на променаде совсем другая история. Там дует. И прилично дует. Идем через рынок. Как хочешь. Как через рынок? Через рынок пройдем, да. Рассказывай дальше, рассказывай. Кот? А это вырежется? Нет. Все так. Я поясню. Нет. Нет? Нет. Секрет для всех, да? Секрет это? Ладно. Максим секретничает. Максим у нас секретничает. Это рынок Зеленоградский. Тут продают ландыши. Тут овощи. Тут статуэтки кошек. Детские вертолетики. Или как они называются. Ну, цветы, которые крутятся. Шляпы. Еще цветочки разные. Искусственные вроде даже. Одежда. Янтарь. Опять одежда. Сумочки всякие. Тут янтарь тоже. Вот. А мы сейчас поедем домой. Видите, какие Нютины глазки. Вот здесь вот всякие магазинчики. Всего-всего полно. Мы пойдем в железнодорожный вокзал. Купим билеты на электричку и поедем. Вот. Поэтому, может, что-то снимем из окна. Посмотрим.